День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайшее время. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Лесные пожары стали причиной обмеления рек. Густой дым разъедает облака, и осадки попросту не выпадают. Уровень воды в реках самый низкий за последние 35 лет. Северный Завоз под угрозой срыва. Уровни сейчас немного поднимаются вследствие выхода дождевой волны с реки Витим. Жители столицы продолжают страдать от транспортного коллапса, вызванного ремонтом дорог. Закончится ли ремонт вовремя и, главное, какого качества будут новые дороги? Конечно, доставит ряд неудобств жителям, но при этом потом конечный результат будет очень хороший. В Якутске работают более 600 питейных заведений, что не может не сказываться на криминальной статистике. О криминогенной ситуации в столице расскажут наши корреспонденты. Поэтому, естественно, эта ситуация, она влияет на криминогенную обстановку. Угледобывающая промышленность – локомотив экономики республики. В южной столице Якутии с размахом празднуют День шахтера. Это хорошо, когда есть рабочие места, значит город будет жить. Всех с праздником, с Днем шахтера! Переработка металлолома как искусство. Ленский умелец превращает город в столицу стимпанка. Людям вообще, в принципе, интересно, достаточно креативно, подъезжают, фотографируются. Это здорово. Лесные пожары стали причиной обмеления трех крупнейших рек в Якутии. Уровень воды в Лене, Яне и Алдане опустился ниже критических отметок. По ним не могут входить суда с большой осадкой. Такое обмеление рек в Якутии случается раз в 10-15 лет, но в этом году уровень воды низкий, как никогда прежде. Насколько критична ситуация, расскажет Саргалана Федорова. Уровень понижения воды побил антирекорд 30-летней давности. Сегодня у берегов Якутска он составляет минус 213 сантиметров от контрольной точки. Пассажирские катера ходят с перебоями. Обмеление может помешать осеннему нересту рыб. Некоторым видам грозит даже гибель. Почти по всей Лене с Усть-Кута до Жиганска действует ограничение по осадке судов. Это впервые за 33 года. Похожая ситуация наблюдалась в 1985 году. Почему такая ситуация возникла? Могу сказать, что это отсутствие осадков, паводкообразующих осадков, допустим, в Иркутской области, по реке Витим также. И, соответственно, малоснежная зима тоже в Иркутской области 2018-2019 годов. Соответственно, малый приток в реку Лена. Уровни сейчас немного поднимаются вследствие выхода дождевой волны с реки Витим. Но еще страшнее лесные пожары, которые продолжаются до сих пор. Они и причина рекордного обмеления. Огненный шквал наблюдается даже в северных районах, где давно не было сильного пламени. Эксперты связывают это с тем, что в лесах накопилось много горючих материалов, таких как ветошь, опад, сухослойные стволы. Они сгорают моментально. Имея всю полноту данных о давности пожаров, о пожарной обстановке за прошлые годы, можно прогнозировать, вести профилактические работы. Но для этого нужна сильная служба охраны лесов с очень хорошим финансированием и так далее, чего, к сожалению, у нас в Российской Федерации, и в частности в нашей республике, нет, к сожалению. По словам специалистов, густой дым разъедает облака, и осадки попросту не выпадают. Даже если дожди выпадают, вода уходит в почву грунтов. В Верховье и центральной части Лены дождей не было уже почти 2 месяца. Именно в отсутствии осадков видят основную причину обмеления реки. Приток на реках республика, он же связан с дождями. А дело другое, когда в районе Берхаянского луса, Верховья реки Яна, это Сартан-Дулгалах и Адыча, почему там в этом году не было дождей, что был летний приток, это, по-моему, объясняется тем, что, скорее всего, давление, которое было образовано в связи с пожарами в Берхаянской котловине, в районе Верхояния, оно, значит, не допустило там облачность или дождевые облака.
Снижение уровня воды сильнее всего сказывается на работе речного транспорта. Грузовые суда сейчас идут по Лене с неполной загрузкой, чтобы не сесть на мель. По плану навигации в северные и арктические районы должны завести 1 миллион 245 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Из них на сегодня отгружено пока только 905 тысяч тонн. На севера около 80% завезено, 20% остается, около 82 тысяч тонн. Прогнозируем, что все груза будут доставлены. 10 тысяч тонн нефтепродуктов у нас остается, это с Усть-Кута до Ленска. До конца навигации всего 40 дней. Остается ждать повышения уровней воды на проблемных участках, особенно в нижнем течении реки Яна. В ближайшее время в регионе ливни не ожидаются. По словам экспертов, на обмеление рек невозможно повлиять. И искусственно поднять уровень тоже нереально. А чтобы уровень воды в реках Якутии поднялся до нормы, понадобится несколько дней ливневых осадков. Саргалана Федорова, Джалустан Накентьев, Якутия, день за днем. А жители столицы не перестают жаловаться на дорожный коллапс, который возникает в Якутске из-за ремонта дорог. Наиболее сложная обстановка сохраняется на улицах Петра Алексеева и Жарницкого. Наш корреспондент Анастасия Кобузева выслушала все стороны и узнала, когда в городе завершатся ремонтные работы. Не проехать, не пройти. Капитальный ремонт дорог по улицам Жарницкого и Петра Алексеева доставляет неудобства горожанам. Две параллельные улицы перекрыли одновременно. В результате в транспортной изоляции остался целый жилой квартал. И водители, и пешеходы не могут подъехать к своим домам. Приходится добираться окольными путями. У людей возникают вопросы, а не затянулись ли ремонтные работы и когда уже асфальт появится. Опасения горожан понятны, ведь совсем скоро начнется новый учебный год. А вы видели там дорогу, ту, которую делают? И Жарницкого, та, которая, получается, он там делается сейчас. Совершенно неудобно сейчас на машине проехать, а пешком более-менее нормально. Конечно, неудобно. Все там, вот сейчас закроется. Не подъехать, не пройти, ничего. Как может быть удобно? Люди пешком ходят. Сколько бабушка пришла, говорит, господи, когда дорогу сделают, пешком иду, говорит, такое расстояние по 2 остановки. Жарницкого закрыто, там даже, по-моему, ремонта нет, да? Не начали, по-моему. И тут, конечно, трудно будет. Опасения горожан разделяют и активисты Общероссийского народного фронта. Они считают, что рабочие бригады явно отстают от графиков. В целом, можно обратить внимание на пословицу «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Если один подрядчик берет на себя сразу 3-4 объекта и при этом делает только один, а остальные просто раскопал, то это, наверное, не совсем хозяйский подход. Съемочные бригады нашего телеканала не раз выезжали на объекты капитального ремонта. Мы также пристально следим за ходом строительства дорог в столице региона. Ровно 2 недели назад наша съемочная группа приезжала на участок дороги от улицы Пирогова до Семена Данилова. Тогда рабочая бригада делала бордюры. И, как мы видим, спустя такой большой промежуток времени, это все, что им удалось сделать. В мэрии же уверяют, отставания есть, но они не критичны. А мучения горожан совсем скоро закончатся. В сентябре начнут укладку асфальта, сразу после нанесут разметку. В октябре будут устанавливать дорожные знаки, а пока придется потерпеть. По Жарницкому мы планируем уже с начала сентября, в первых числах сентября уже начать работы. Ну и по Петра Алексеева параллельно все эти работы будут идти. 2 смены работают по Хатунграфскому шоссе, ну и, скорее всего, примем решение такое же по Жарницкому. Это, конечно, доставит ряд неудобств жителям, но при этом потом конечный результат будет очень хороший. Не только сроки ремонта дорог вызывают сомнения как у граждан, так и у активистов, но еще и процесс капитального ремонта, в частности, система водоотведения. Из того, что мы видим то, что системы водоотведения с дорог просто не предусмотрено. Вот мы только что прошли по улице Жарницкого, и вся вода, которая после дождей, вот этих небольших, скажем, прямо дождей, она стоит просто вся в дороге. Куда ей деваться? Ей деваться будет некуда. По этой причине зимой все это замерзнет, весной все это растает, и с дорогой произойдет то же самое, что и со всеми дорогами происходит. Она просто рассвалится.
Укладка асфальта на многих улицах столицы начнется в начале сентября, а то и позже. Возникает вопрос, а не помешают ли дожди и первый снег дорожным работам? Как известно, технология позволяет класть асфальт при показателях осадков до 5 миллиметров. Над этим задумываются в администрации города, но похоже, что и там не знают, как решить эту дилемму. Сами работы по асфальту занимают не так много времени. Главное, чтобы погода позволила работать. При сильных, обильных осадках, конечно, работать с горячими асфальтобетонными смесями невозможно. Но при этом мы понимаем, что у нас есть сроки. Теперь о качестве. Взятые образцы нового дорожного полотна на улице Петра Алексеева отправили в лабораторию. Пока там положили только 800 метров первого слоя асфальта, а запланировано почти 1400. Совсем скоро технологи выяснят, соответствует ли покрытие всем требованиям. К слову, жители города готовы и дальше терпеть неудобства. Ничего другого не остается. Главное, чтобы дороги сделали качественно, чтобы они прослужили, как и полагается, по нормативу 8 лет. Анастасия Кобызева, Джилстан Иннокентьев, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. В этом году в столице республики отмечен рост преступлений больше, чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не секрет, что чаще всего преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. И это на фоне того, что в столице работают более 600 питейных заведений. Бороться или смириться в криминогенной обстановке Якутска попробовал разобраться наш корреспондент Александр Хавренко. 82 обращения в полицию. 11 уголовных дел, грабежи, кражи, угон автотранспорта. Вот далеко не полный перечень преступлений, совершенных посетителями всего лишь одного заведения в Якутске. Ресторан «Сунгари» признан самым криминальным заведением столицы. В Якутске зарегистрировано более 600 питейных заведений. Бары, рестораны, кафе и ночные клубы. Из них в тройке антирейтинга столичной полиции 3 заведения. «Сунгари» – 11 преступлений. Второе место у ночного клуба «Зодиак» – 10 преступлений. Тройку антирейтинга замыкает приют бодливой козы, недавно сменивший название на «Фауст». 8 преступлений. Поэтому, естественно, эта ситуация, она влияет на криминогенную обстановку. Как бы мы там не приближали свои наряды, действовали в плане единой дислокации, там, да, контролировали это, увеселительные заведения. Но в любом случае все равно перекрыть все и сразу где-то не всегда получается. Поэтому, естественно, конечно, влияние есть. Конечно же, самая горячая пора для полицейских, особенно для сотрудников ДПС, это выходные. Когда все увеселительные заведения забиты под завязку. Для справки, в район Старого города, где расположено большое количество баров и ресторанов, патрули ДПС направляются гораздо реже, чем на улицу Жарницкого, к Сунгари, Зодиаку или Бодливой козе. На данный период, пятница, суббота, воскресенье, личный состав патрульно-постовой службы отдельного выставляется в полном объеме. Также на увеселительные заведения, ночные клубы, также самые пешие патрули, автопатрули выставляются. Но не только посетители ночных заведений делают статистику полиции по преступлениям. К сожалению, год от года количество уголовных дел не уменьшается. В этом году на территории столицы зарегистрировано 3236 преступлений. Это на 16,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Самым часто совершаемым видом преступлений из года в год остаются кражи. Растет количество грабежей, разбоев и причинения тяжкого вреда здоровью. Единственный вид преступлений, по которым наблюдается снижение, это убийство. К общей криминальной картине значительный прирост дали так называемые мобильные мошенничества с использованием телефонов и интернета. В этом году количество преступлений с использованием сотовых телефонов возросло более чем в 2 раза. С начала года зарегистрировано 133 подобных преступления. Чуть ли не каждый день в эфире нашего канала мы сообщаем о случаях мобильных мошенничеств. Но, к сожалению, доверчивых граждан от этого меньше не становится. Если звонящий представляется сотрудником банка и просит ввести какие-то данные, полученные из СМС, например, СМС-коды, или секретные пин-коды, или коды с оборотной стороны карты, перед вами мошенники. Эти данные работникам кредитных организаций в их деятельности совершенно не нужны. Ни для кого не секрет, что чаще всего преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Неоднократно якутские полицейские выступали с инициативой об изменении правил графиков работы и расположении питейных заведений, но эти предложения не находили откликов. И многочисленные рестораны, бары и кафе продолжают работать практически круглосуточно, что крайне негативно сказывается на криминальной обстановке города. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутия, день за днем.
Сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. В столице Южной Якутии с размахом празднуют День шахтера. Ленский умелец превращает город в столицу стимпанка. Мы продолжаем программу. В Якутии известно около 900 угольных месторождений и проявлений. На долю республики приходится 11 общемировых запасов углей и более 30% запасов России. Главной сырьевой базой угольной отрасли республики Сахада и всего Дальнего Востока является Южно-Якутский угольный бассейн, располагающий по предварительным оценкам запасами в 35 миллиардов тонн угля. Что касается угледобычи, то Республика Саха-Якутия отмечена показателем в 35% всей добычи угля на Дальнем Востоке. В преддверии Дня шахтера Владимир Путин провел встречу с губернаторами и главами угледобывающих субъектов России. Обсуждалась текущая ситуация в угольной промышленности и стратегия ее развития. Во встрече, в частности, приняли участие руководители экономического блока правительства, профильных министерств, а также главы ряда регионов страны, в том числе глава республики Айсен Николаев. Нелегкий, нередко сопряженный с риском горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в нашей стране, а сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение, он закаляется из поколения в поколение. Мы знаем, как проявили себя шахтеры в самые трудные времена нашей страны, в годы испытаний, в том числе в годы Великой Отечественной войны, когда в шахтах наравне с мужчинами работали и женщины. И наших славных горняков всегда отличало мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей. Прочность этих традиций подтверждают многочисленные шахтерские династии, которыми все мы гордимся. Угольная промышленность вот уже 3 столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Говоря о развитии отрасли, глава государства подчеркнул необходимость широкого использования новых технологий и, безусловно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии и социальной сферы. Подчеркнул, рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом. И, конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе – это опасно, а значит и недопустимо. Так же, как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтерских городов и поселков. Угледобывающая промышленность – это основа экономики Нерюнгринского района нашей республики. В угольной отрасли сегодня трудятся тысячи жителей района, поэтому День шахтера – поистине народный праздник. Как его отмечают, расскажут мои коллеги из Нерюнгри. Поздравления главных виновников торжества начались еще в канун Дня шахтера. Традиционные торжественные собрания провели коллективы Нерюнгринского угольного разреза, акционерного общества холдинговой компании «Якутуголь» и угольной компании «Колмар». Лучшим работникам вручили заслуженные награды. Мы в преддверии Дня шахтера добыли 11 миллионов 300 тысяч тонн угля. И рубеж 20 миллионов тонн, в принципе, не за горами. И я думаю, наши угольщики этот рубеж в этом году преодолеют. Это хорошая трудовая победа, победа всех угольных предприятий нашего Нерюнгринского района. В дни празднования Дня шахтера в Нерюнгринский район прибыл председатель правительства республики Владимир Солодов. Его визит начался с горно-обогатительного комплекса Инаглинский, где сегодня ведется масштабное строительство обогатительной фабрики Инаглинская-2 мощностью в 12 миллионов тонн угля в год. Сдача объекта в первую очередь запланирована на весну будущего года.
объем там размещения вошло в полиэтиленовые столбы? Там 7,3 миллиарда. Железная дорога? Железная дорога и 2 подстанции. Подстанция Нагинская, это Нагинский блок. И подстанция Комсомольская, это Восточно-Денисовская шахта новая строится. Тоже с августа того года. Мы 2 шахты сразу строим. Восточно-Денисовскую и Нагинскую. Вот, 2 шахты. Численность здесь вот с учетом запуска всей очереди, 2 очереди фабрика, плюс полностью шахта. Здесь будет прибавиться 2500 человек. Создаем 2500 рабочих мест. Именно здесь, на Нагинском блоке. После празднования угольщиков Колмара делегация отправилась на разрез Нерюнгринский, который не так давно отпраздновал свой 40-летний юбилей. За эти десятилетия добыто 346,5 миллионов тонн, отгружено вскрышных пород 1 миллиард 965 миллионов кубометров. На разрезах компании «Якутуголь» в этот праздничный день был преодолен 2-миллиардный рубеж вскрыши. Также здесь состоялась встреча с молодыми специалистами, принятыми на работу по программе «Местные кадры в промышленность». Хочу сказать, что программа эта является приоритетной, потому что нам важно, чтобы угольная промышленность была локомотивом роста не только для экономики Южной Якутии, а позволяла по всей республике на те высококвалифицированные и достаточно высокооплачиваемые рабочие места привлекать именно местные кадры, в том числе и сельскохозяйственных районов. Программа успешно реализуется. Например, в прошлом году только на Нерюнгринском угольном разрезе было привлечено 26 человек из Чурапчинского района. Это просто один из примеров. Сейчас мы инициируем на федеральном уровне принятие в рамках национальной программы по развитию Дальнего Востока льготной ипотеки под 2% для всех дальневосточников. Кроме того, вместе с работодателями будем реализовывать проекты по застройке для служебного жилья, которое будет предоставляться молодым специалистам, которые будут приезжать из других районов нашей республики. Еще одним подарком в День шахтера для жителей района стало открытие долгожданного медицинского диагностического центра «Белая роза Саха», который будет принимать пациенток от 18 лет, услуги бесплатные. Это комплексная услуга, то есть полностью женщина будет проходить на раннюю диагностику онкозаболеваний репродуктивной сферы женщин. Это маммография молочных желез, УЗИ малого таза молочных желез, консультация онколога-маммолога, консультация гинеколога. Также состоялся традиционный торжественный митинг у памятника Алексею Столыпину и церемония возложения цветов на стеле погибшим при освоении Южно-Якутского комплекса. Каждый проходящий через арку ударил в колокол в память обо всех предыдущих поколениях шахтеров. После церемонии зажжения факела началось мотоавтодвижение с факелом и сопровождением по центральным улицам города до Центра культуры, где для заслуженных работников угольной промышленности прошел большой концерт. С добычей угля связана целая жизнь города Нерюнгри, и во многих семьях уже сложились трудовые шахтерские династии. Трудиться в шахте могут только мужественные и сильные люди. Это опасная профессия, немыслимо без колоссальной выдержки, самоотдачи и готовности поддержать товарища в любую минуту. А еще она всегда связана с риском. Среди приглашенных на праздники был Александр Григорьевич, почетный строитель республики. За 40 лет работы в угольной промышленности он заслужил орден шахтерской славы. Когда приехал сюда, я работал с СОЭ-16, специализированное строительное управление экскавации, которое занималось вот именно конкретно строительством разреза. Это хорошо, когда есть рабочие места, значит город будет жить. Всех с праздником, с Днем шахтера! Угольнодобывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только района, но и всей страны. День шахтера – это по-настоящему народный праздник, и традиционно тысячи нерюнгринцев целыми семьями выходят на красочный концерт под открытым небом с ярмарками и широкими народными гуляниями. Александра Цыбикова, Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Ленске устанавливается все больше металлических инсталляций, созданных руками мастера Алексея Цидикова. Хищник, Чужой, Цирюльник и Буратино. Эти фигуры уже знакомы ленчанам и, наверное, другим жителям района по фотографиям. Вскоре в городе появятся и другие экспонаты, выполненные скульптором в его любимом стиле. Подробнее далее в материале моих коллег. Скульптура «Хищник» – копия, выполнена практически в соответствии с оригиналом. Кажется, будто чудовище только сошло с экранов телевизоров. А вот и другой, не менее пугающий персонаж голливудского блокбастера. Узнали? Чужой. Инсталляции не только привлекают внимание людей.
но призывает приобрести необходимые принадлежности и использовать их по назначению, а не так, как поступил со своим букварем известный сказочный герой Буратино. Есть и фигура в металле, которая призывает людей привести себя в порядок, сделать модную стрижку. Об этом напоминает проходящим и проезжающим железный человек-цирюльник. К установке и демонстрации готов и еще один новый экспонат, выполненный, как и предыдущие модели, в стиле стимпанк. Нравится мне этот стиль своей необычной художественной формой. Глядя на эту композицию, на все эти шестеренки, запчасти, какие-то элементы ходовой части, создается впечатление какого-то движения, какого-то самого движения механизма. На создание металлических скульптур автор затрачивает в среднем около месяца. Сварка, резка металла, художественное воображение и фантазия. И результат налицо. Образы рождаются в зависимости от направления заказа, хотя все началось с самой первой инсталляции создания «Чужого». Первая скульптура была сделана по моему очень большому желанию. Мне хотелось сделать, хотелось себя попробовать в этом направлении. Хотелось чего-то как-то отвлечься от своей основной деятельности. И увлечение настолько овладело мастером и понравилось другим людям, что он с радостью стал выполнять заказы. Сейчас Алексей работает как раз над одним из таких. На шутливый вопрос о том, не готов ли скульптор установить свои фигуры по всему городу, автор ответил, что все сделает для родного Ленска, лишь бы его творения нравились жителям. Конечно же, мне очень приятно от того, что я в силу своих каких-то навыков, способностей украшаю своим творчеством наш замечательный город. И жители отвечают взаимностью. На фоне созданных скульптур фотографируются и стар, и млад. Некоторые изображения креативных героев уже известны даже за пределами Якутии. Ну а мнение ленчан, конечно, однозначно положительное. Прекрасные инсталляции. Видели еще не только вот Буратино, видели еще Хищника, Чужого возле магазина автозапчастей. Цирюльника такого классного возле парикмахерской мужской. Инсталляции выполнены очень интересно. Ну, наверное, больше всего нравится Буратино, потому что мы идем в первый класс. Интересное решение, то есть до этого момента в Ленске ничего подобного не было. Как бы вот эта скульптура появилась первая, эта скульптура появилась вторая. Интересно, сейчас же в городе еще появляются такие вещи. Людям вообще, в принципе, интересно, как бы достаточно креативно, подъезжают, фотографируются. Здорово, нравится народу. Сейчас в замыслах Алексея еще несколько проектов. Автор надеется, что со временем воплотит их в жизнь. И город украсят новые инсталляции, которые также будут пользоваться вниманием жителей и гостей города. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.